немножко сюда вот приблизиться к центру зала, для того, чтобы было такое тесное, уютное и приятное общение на сегодняшней выставке. Итак, дамы и господа, уважаемые друзья, гости, родственники нашего сегодняшнего художника Ричарда Иосифовича, я открываю сегодняшнюю замечательную выставку. И посвятили мы ее 75-летию этого замечательного, интересного и самобытного художника. В 1989 году в Москве проходила вторая Всероссийская выставка автономных республик, автономных областей и национальных округов. И среди многочисленных рисунков представителей из Хакасии были и работы Ричарда Иосифовича. Это были иллюстрации книги Николая Георгиевича Домажакова «В далеком Али», рисунок «Шаман» и сказание «Хан Орбак». Московские зрители и критики обратили внимание именно на его работу. И такой критик, очень строгий, Червонная, написала в своей статье: наиболее интересный штрих в искусстве Хакасии – графика Ричарда Субракова. В его рисунках линеарная выразительность, пластичность изображений имеет эмоциональную наполненность, определяемую глубоким увлечением стариной, фольклором, серьезным, без облегченной снисходительности, восприятием всей трагедийности древнего эпоса. Мы очень рады, что Ричард Иосифович сегодня смог прийти к нам на открытие своей второй персональной выставки. Родился он в одном из красивейших мест Хакасии, в Казанах, где с одной стороны высокие горы, степные ковыли, речка, которая весной аскиз так разливается, что ее и не пройти. И, конечно же, мингиры, каменные изваяния. И, конечно же, народный говор. Он вырос в гуще народной жизни. Все это, конечно, у него отложилось в душе, в голове. И тут нужно сказать, что воспитывался он у деда, у Петра Яковлевича Майнагашева по материнской линии. Петр Яковлевич был мастером, да? Мастером своего дела, это был плотник. Он никогда не расставался со своим топором, он так искусно работал им. Он мог делать сани, санки детские или предметы быта для своих односельчан. И именно Петр Яковлевич заслуга в том, что он привил у него вкус к творчеству и к работе столярными инструментами. Сына. И, конечно, когда он пошел учиться в школу, он с увлечением рисовал, записался в кружок по резьбе по дереву, и как все сверстники после военного времени, они рисовали войну. Каждый рисовал по-своему. Но у него была такая особенность, из вот таких батальных сцен он вытаскивал что-то такое важное и значимое в этой батальной сцене. После окончания школы он поступил в Суриковское училище и в 1964 году закончил. Но не сразу стал рисовать, да? По источникам, по газетным материалам я узнала, что действительно он не сразу стал рисовать. Он искал себя и, наверное, мучился. Мучился. Что же и как же? И вот в 1971 году в Кызыле была выставка «Художники Хакасии в Туве». И там он выставил свои две работы. Портрет хакасский и портрет Хакаса. Причем он их сделал за очень короткий срок. И вот эти-то две работы и привлекли внимание тех, кто был на этой выставке, и внимание критиков. И с этого времени он перестал мучиться. Он понял, что вот это его призвание. А еще самое достояние республики нашей, достояние его великолепного творчества, это, конечно же, героический эпос.
героический эпос, в котором Ричард Иосифович выплеснул все то, что он знал. Он выплеснул все то, что у него сидело в душе и в голове. Потому что он показал вот жизнь нашего народа. Он очень хорошо знал особенности хакасского национального характера. Очень хорошо знал этнографию, потому что вырос в таком замечательном месте. И все это у него вылилось в эти картины. Я хочу сейчас предоставить слово куратору этой выставки, члену Международной ассоциации искусствоведов Ольге Хремчик. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады видеть новые лица и наших друзей давнишних. И, конечно же, мы понимаем, что сформированная среда, художественная среда и члены этой среды сегодня, которые присутствуют на вернисаже, это все благодаря таким мастерам и художникам, как Ричард Иосифович Субраков. И год 2016 юбилейный для Ричарда Иосифовича. И наш Хакасский национальный краеведческий музей, который является хранителем очень большой коллекции этого мастера, у нас около 350 произведений в фондах графики Ричарда Иосифовича, мы не могли пройти мимо этой даты. И я так рада, Ричард Иосифович, что я вас сегодня нашла, потому что это было непросто. Я постучалась, и какой-то совсем молодой голос мне в домофоне, сейчас же домофоны на дверях, мне говорит: да, слушаю. И думаю, нет, наверное, я не туда попала, потому что точного адреса не было известно. Я по всем подъездам пошла. Да, я говорю, а художник Ричард Иосифович Субраков здесь живет? Мне говорят, да. И это был такой радостный возглас, и я там на обратной стороне уже замерзла, стою. Так обрадовалась, вот поднялась, нашла и познакомилась с женой Ричарда Иосифовича. И вот у нас сегодня он присутствует, этот мастер. Ведь это штучный совершенно товар. Такие художники, как Ричард Иосифович Субраков, таких больше не делают. Вот студенты кафедры декоративно-прикладного искусства здесь присутствуют, с которыми я разговаривала до открытия. Говорю, вот Алла, у вас, вы такая терпеливая, вы могли бы, наверное, сделать что-нибудь подобное. Она в гиперреализме может создавать произведения. Она говорит, ой, нет, это так трудно, это точечная техника. Я пыталась, но я не смогла этого сделать. И представьте себе, что этот мастер, который вот здесь перед нами сидит, кажется, что обычные руки, обычная голова, обычный совершенно человек, вот такой вот мужчина в возрасте. И вдруг он создает такие произведения, которые сегодня повторить немыслимо. И он входит как раз в плеяду, ну, на мой взгляд, состоящую из трех исключительных художников. Это Андрей Топоев, Владимир Тодыков и Ричард Субраков, с которыми рядом пока никто не стоит. И не подходит даже близко к ним сейчас. И какое счастье, что Ричард Иосифович с нами, жив-здоров, слава Богу, еще 100 лет жизни. И сегодня он мне показал работу, я как раз приглашала его на вернисаж, показал работу, которую он сейчас заканчивает. Это вот, не побоюсь вот этого размера, покажу вам. Очень большая работа, тоже посвященная эпосу, станковая, и выполнена вот в той технике, в которой он работает. Мне трудно представить, сколько труда вложено в эту работу. И Аграфена Федоровна начала говорить об эпосе. Конечно, такой древний народ, как хакасский народ, он имеет очень древнюю культуру, очень древние традиции. А традиции, они из устно выражаются в сказаниях, в сказках, которые рассказывают на ночь детям, в каких-то песенках, побасенках. И уже как венец из устного творчества это эпические произведения Лутыхны Махи. И, конечно, Ричард Иосифович, как носитель этой культуры, он слышал эпос, который пели хайджи, эти гомеры и баяны хакасские, которые передавали образы легендарных богатырей хакасских, относящихся к эпохе Средневековья, Харах Хусхун,
Албунджи, Алтынарых. Они передавали, и каждый зритель, каждый слушатель, он представлял свой образ этих богатырей, этих алыпов. Коня по-своему представлял. И вдруг появляются художники, а ведь в советское время не поощрялось, скажем так, вот это выпячивание национальной традиции. Была некая общность, советский народ, и, ну, да, конечно, хакасский народ, да, свои традиции, но, пожалуйста, вот как-нибудь аккуратнее об этом говорить. И вдруг появляются художники, которые начинают иллюстрировать свои собственные техники, свои собственные традиции, иллюстрировать этот хакасский эпос. И образы становятся зримыми. И сегодняшний зритель, наверное, читая сказания, читая эпос, он будет представлять именно вот так богатырей, именно так богатырш, именно таких коней он будет видеть в своем воображении, потому что эти художники силой своего таланта и мастерства эти образы сделали для нас зримыми. И я с огромной радостью поздравляю нас, потому что мы владеем этим сокровищем, и поздравляю Ричарда Иосифовича с открытием этой выставки. И надеюсь, что большое количество посетителей, Ричард Иосифович, увидят ваши работы. И, конечно, имя ваше известно в Хакасии, но еще раз мы будем говорить, как нам повезло, что у нас есть такой художник. Спасибо большое.